Вы себя считаете крымско-татарским режиссером? Ну, как в Украине принято говорить, украинский режиссер крымско-татарского происхождения. Но я себя, да, мне легче назвать крымско-татарским режиссером. То есть в контексте сегодняшних полемики я просто стараюсь нести культуру крымских татар в массы при помощи кинематографа. Ну, насчет культуры, ведь это же фильмы не о культуре, это драматический фильм, это отношения, это взаимоотношения с людьми, это все равно вернуться с рассветом, да, это когда уходит сын от отца, прощается с ним. Культурный человек и человек культуры – это разные люди, то есть, чтобы понимать, и поэтому культуру можно отнести, это очень широкое понятие. То есть понимание контекста крымской семьи, определенной его быта, определенной его ментальности, это то, что отличает там, крымских татар от украинцев, например, или от турков, например. Да? Для меня хороший пример – это иранское кино, которое совершенно самобытное именно своей ментальностью. Потому что как в фильмах там, «Камвояжер», «Камвояжер», Фархади, да, то есть вся специфика гениальности этого фильма, то, как конкретный герой иранской национальности поступает в конкретной ситуации, потому что ни в одной другой культуре я бы такого решения ситуации не видел. И то есть в контексте просто я сделал универсальную историю с точки зрения, скажем так, крымско-татарского менталитета, можно так сформулировать. Можно ли говорить, что есть уже у нас крымско-татарское кино? Мы только можем начинать говорить, что у нас есть украинское кино в стране. Крымско-татарское кино – это пока определенные зартки, это не систематично, это нету никакой прогрессии пока. То есть есть определенные взрывы и падения. Вот. Для того, чтобы оно имело систематичный характер, необходимо иметь определенную, скажем, плеяду молодых людей, которые будут готовы этим заниматься. Да? Но уже такие люди есть, и постепенно со временем это может произойти. Давайте поговорим о том, кто это. Ну, естественно же, это вы, Ахтем Сейтаблаев с его фильмами «Хайтарма» и «Ее сердце». Да? Это история, основанная, я имею в виду фильм про ее сердце, на реальных событиях, о том, как в Бахчисарае Саида Арифова, крымская татарка, спасла во время Великой Отечественной войны, по-моему, 90 еврейских детей от смерти. И «Хайтарма» о драматической судьбе легендарного летчика Медхан Султана и о депортации, естественно, крымско-татарского народа. Ваш фильм связан уже с современными событиями. И что еще? Что еще? Я имею в виду сейчас не о документальном, не о короткометражном, а вот о полноценном. Есть определенные заработки, есть люди, которые начинают им заниматься. Есть Эрнест Сарыхалил, который делает короткометражные работы свои, которые уже там презентованы на украинских фестивалях больших. Я знаю, есть девочка Дия Катаман, но, к сожалению, я знаю, что она учится в Турции, но я не видел, к сожалению, ее работ. Она в прошлом году представила фильм «Алим» про Алима Айдамака, сбойника. Я его не видел, кстати. Ну, если у нас получится с ней связаться сегодня под конец эфира, может быть, в контексте я не могу оценивать сейчас всех, потому что я всех, скорее всего, не знаю, да, и не хочу кого-то там обидеть, не вспомнив. То есть есть определенные люди, которые стараются делать, просто, опять же, нет никакой систематичности в этом. То есть есть люди конкретные, которые захотели заниматься кином и конкретно снимать, например, культуру крымских татар. И опять же, не надо там ограничивать творчество там, Ахтема фильмами только «Хайтарма» и «Ее сердце». Ну, когда мы говорим о крымско-татарском кинематографе. Не надо этим ограничивать. Есть определенное представительство крымско-татар, скажем так, в кинематографе. Да? И в любом случае... То есть его фильмы не на крымско-татарские темы, это тоже можно считать? Конечно, почему нет? Это есть представительство крымских татар в кинематографе Украины. То есть это нормально. И я считаю, нельзя разделять украинский кинематограф и крымско-татарский кинематограф. Это крымско-татарский кинематограф постепенно, я надеюсь, станет определенным течением определенного русла украинского кинематографа.